смотрите новости на канале Новый век. Здравствуйте, в студии Юлия Шмидт. И сегодня в выпуске смотрите. В Туве программу социальных лифтов распространили на детей дошкольного возраста. Желание воплощается в жизнь. В Туве создают общенациональный танец. Для повышения престижа рабочих специальностей в Кызыле проходит третий региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». И о главных событиях выпуска более подробнее. В Туве программу социальных лифтов распространили на детей дошкольного возраста. Согласно нововведениям, с 2017 года участниками проекта становятся дети дошкольного возраста от 3 до 6 лет. Кроме того, в проект включены не только учащиеся выпускных классов, как было ранее. Списки детей теперь должны формироваться прямо с 1 класса обучения. Образовательный проект главы Тувы «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» остается одним из приоритетных направлений правительства республики. В рамках проектного управления открыт офис, где сегодня специалисты Минобразования Тувы работают над реализацией новых положений. Напомним, что проект «Социальные лифты» был инициирован главой Тувы в 2014 году с целью обеспечения доступным и качественным образованием детей из малообеспеченных семей. В эти дни под руководством Министерства образования во всех образовательных учреждениях городов и районов республики начались организационные работы по отбору детей. По их итогам будет сформирована единая база данных участников проекта. В процессе этой работы особое внимание будет уделено семьям, где есть дети, не посещающие детские сады. Главная цель этого проекта есть социально поддержать тех талантливых детей, у которых, к сожалению, родители не могут себе позволить материально хорошо обеспечить. Соответственно, был составлен список таких ребят. Все кажуны приняли активное участие. Первоначально на самом первом этапе в этом списке оказалось 870 детей, 11-классников. И была создана комиссия при правительстве, которая как раз занималась отбором вот из этого списка детей, кому следует оказать материальную помощь, поддержку для продолжения обучения в высших учебных заведениях Российской Федерации. Также было первоначально соглашение заключено с Тувинским государственным университетом о принятии на бюджетные места 50 ребят вот из этого списка. Ребята поступили, обучаются. И наша задача министерства это было отслеживать. В настоящее время на основании списков, утвержденных муниципалитетами, сформирована база данных участников проекта из 11 классов. Всего 464 человека. В рамках второго регионального проекта «Успешный выпускник», который в этом году также реализуется, Министерством образования и науки проводятся контрольные замеры успеваемости участников проекта. По результатам планируется определить индивидуальную работу с участниками проекта по улучшению результатов ЕГЭ. Вот это предложение Шалбана Валерьевича начать реализацию проекта с уже дошкольного возраста, оно очень актуально, это предложение. И мы взяли на вооружение, и сейчас формируется банк данных во всех сумонах, кажунах, как раз по расширению вот этой вот, скажем так, сферы влияния этого проекта на население. То есть большее количество людей, детей будет включено в этот проект. Следует отметить, что в этом году готовятся к поступлению в Кызылское президентское кадетское училище 156 участников проекта. В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием. Из 4-х и 7-х классов. Из числа выпускников школ, участвующих в губернаторском проекте, в военные вузы страны готовятся поступать 75 выпускников из школ республики. Алексей Филиппов, Игорь Стародумов, Новый век. Региональный координационный центр развития движения WorldSkills Russia в Республике Тува, Республиканский центр развития профессионального образования проводит третий региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы». Он будет идти до 9 февраля. Чемпионат направлен на повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики, а также развитие практических умений и навыков по рабочим профессиям и специальностям с учетом национальных и международных
высших требований по стандартам WorldSkills. Участники чемпионата – это лучшие студенты средних и высших образовательных организаций. Региональный чемпионат проводится по 13 компетенциям. На площадках профессиональных образовательных организаций республики. В 2016 году студенты из Тувы приняли участие в полуфинале национального чемпионата Сибирского федерального округа «Молодые профессионалы» в городе Красноярске. Команда республики представила 13 конкурсантов по 12 компетенциям из 6 профессиональных образовательных организаций, где студенты получили дипломы и завоевали разные призовые места. Уже несколько лет активисты Тувы мечтают создать тувинский народный общенациональный танец. Взялись за эту задачу сотрудники Республиканского центра народного творчества и досуга. Сейчас у них идут творческие лаборатории по созданию общенационального танца. К этой задаче они подошли необычно, не стали опираться на профессиональных хореографов, хотя они приглашены в качестве консультантов. За основу постановки берутся движения, доступные, понятные каждому. Чтобы исполнить общенациональный народный тувинский танец, смогли даже те, кто не имеет хореографических навыков и тем более специального образования. Очень важной составляющей здесь стала музыкальная основа. Поэтому были приглашены ведущие, музыканты, певцы, носители народных песен, исполнители народных песен Тувы, которые нам помогли эту идею воплотить. И буквально 9-10 к нам съедутся хореографы республики, чтобы выучить этот танец. И далее мы даем старт республиканскому видеоконкурсу по исполнению тувинского общенационального танца. В Туве приступили к формированию плана строительства объектов придорожного сервиса на территориях, прилегающих к новому направлению федеральной автомагистрали М54 Енисей. Как пояснил вице-премьер Тувы Артур Мангал, назначенный руководителем группы, придорожная инфраструктура должна создаваться в соответствии с требованиями к обустройству дорог федерального значения в границах полос отвода. Эти правила предусматривают, в частности, наличие таких объектов, как кемпинги или мотели, пункты общественного питания, автозаправочные станции, автомойки, магазины, станции техобслуживания и площадки для отдыха. При этом максимальное расстояние между сервисами, вроде СТО, АЗС или кафе, не должно превышать 100 километров. После того, как будет утверждена схема развития придорожной сервисной сети, а также определена примерная стоимость каждого объекта, власти республики планируют объявить конкурсные торги на участие малого и среднего бизнеса в инфраструктурном проекте. Ну а сейчас мы прервемся на рекламу, после чего продолжим наш эфир. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Смартфон Asus Zenfone Go с камерой 8 мегапикселей всего за 5490 рублей. РБТ.ру. Компания «Геотех». Недвижимость по всем правилам. Работаем с любыми объектами недвижимости. От маленькой дачи до линейных объектов. 8 923 219 99 11. Кочетова, 93, 3-й этаж. И вновь на радио «Голос Азии» прошел радиоквест «Замес майонез». Сегодня партнером квеста выступил магазин «Уютный дом», который находится по адресу Айно Курседи, 54. Там есть товары не только для дома, но и для ремонта. Сегодня магазин предоставил в качестве подарка цветочный кашпо. Приз был спрятан возле универмага Саяны. Узнаем, кто сегодня первым назвал условную фразу квеста. Замес майонез. Отлично, вот твой подарок. Спасибо. Следите за новостями замеса в группе радио ВКонтакте, Радио Тувы, Голос Азии или в эфире станций. В связи с сильными морозами организаторы городского турнира по биатлону решили перенести соревнования на 24 февраля. Место проведения прежнее – Национальный парк Тувы. Соревнование посвящено Дню защитника Отечества и проводится среди сотрудников силовых структур, любителей лыжного спорта, студентов и школьников. Регистрация участников запланирована на 11 часов. Забег будет проводиться в виде спринта на дистанции 3 и 2 километра. В этот раз программа несколько осложнена.
На огневых рубежах спортсмены будут стрелять из пневматической винтовки, сначала лежа, затем стоя. За каждый промах штрафной круг 50 метров. Организатор мероприятия – Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кызыла. Напомним, что в прошлом году впервые за много лет в Кызыле прошло городское соревнование по биатлону, зимнему виду спорта, сочетающему лыжную гонку со стрельбой из винтовки. Помериться силами собралось 27 команд с 54 участниками, в том числе из села Балгазан Тандинского района. Ну а сейчас узнаем, что же нам прогнозируют синоптики. Впереди прогноз погоды. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды, и я ведущая Ксения Перумова. Для начала о нашем партнере магазине «Медтехника», который предлагает широкий выбор ингаляторов, небулайзеров, компрессорных, ультразвуковых, паровых, которые окажутся незаменимыми помощниками при лечении и профилактике лор-заболеваний, гриппа, ОРЗ, заболеваний легких, аллергических реакций, последствий курения и укрепления иммунитета. Магазин «Медтехника» находится на Калинина 3/3 на цокольном этаже. Магазин «Медтехника». У нас вы найдете все, что поможет поддержать ваше здоровье в домашних условиях. Массажеры, ингаляторы, кварц, солевые лампы, лампы Чижевского. Также в наличии медицинская одежда и аксессуары. Халаты, перчатки, шапочки, маски, чехлы на фонендоскопы и многое другое. Калинина 3/3. Магазин «Медтехника». Будьте здоровы! 8 февраля синоптики обещают нам морозное утро, на градуснике до минус 32 градусов. Днем будет солнечно, ясно, осадков не ожидается, за окном минус 21 градус. Ну а вечером вновь похолодает, минус 28 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 53%, геомагнитное поле спокойно. На этом все, я желаю вам приятного вечера и до встречи. По информации синоптиков, в предстоящие сутки в Туране пасмурная погода без осадков. Температура воздуха утром минус 25-28 градусов мороза. В Арадане пасмурно от 20 до 25 мороза. На Полке ясная погода, температура воздуха минус 13-15 градусов. В Танзыбее без осадков. Температура воздуха от 13 до 15 градусов мороза. По всей трассе проводится очистка дорожного полотна, проезд удовлетворительный. По информации синоптиков, с 7 по 10 февраля в горных районах Западного, Восточного Саяна, Кузнецкого, Алатау сохраняется риск схода снежных лавин. На основании данного прогноза, учитывая погодные условия, сход лавин наиболее вероятен на горе Мангун-Тайга в районе хребтов Цаган-Шебету и Шапшальский на территории Мангун-Тайнгинского района и на перевале Сотый. В целях безопасности Главное управление МЧС России по республике обращается к туристическим группам с просьбой не выходить на горнолыжные и альпинистские маршруты на указанных участках. Но у меня на этом все. Далее наш эфир продолжит программа «Патруль». Анастасия Маслова расскажет о происшествиях за прошедшую неделю. Оставайтесь с нами.